Новые перспективы или старая добрая зависимость? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая новость вызвала много споров. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних и важных событий. Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение между Российской Федерацией и Таджикистаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны ПВО, сообщает пресс-служба парламента. Совместно образуют региональную систему, которая в свою очередь станет частью комплекса ПВО СНГ. Делается это, как отмечается, для повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе. Проект соглашения представил министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо. Он подчеркнул, что, учитывая растущие региональные угрозы и появление новых форм боевых действий, включая широкое использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе террористическими и экстремистскими группами, реализация совместного соглашения отвечает интересам безопасности воздушного пространства Таджикистана. А вы доверяете такому мнению? Понятное дело, что армия Таджикистана слабее, чем армия России, и ее возможности могут помочь нашей стране. Но с другой стороны, это новая зависимость, в которую Таджикистан вступает от России. Как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Соглашение между Россией и Таджикистаном заключается на 5 лет. В дальнейшем его действие автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды. Отметим, что президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Российской Федерации Сергею Шойгу в мае 2021 года подписать соглашение с Таджикистаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Известно, что координацию совместных действий войск объединенной региональной системы ПВО двух стран будет осуществлять главнокомандующий ВКС России. Напомним, ранее российское правительство также одобрило проект по созданию объединенной региональной системы ПВО с Таджикистаном после предварительного согласования с профильными ведомствами. Сейчас на территории Таджикистана развернут комплекс «Окно», стратегический объект космических войск России. Добавлю, что объединенная система ПВО СНГ была создана в 1995 году. Сейчас в ней участвуют несколько государств, в том числе Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и другие. А как вы думаете, нужна ли нам эта система? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!